Тамара Адамовна Мазаева, кандидат искусствоведения, доктор философских наук. С 1993 по 1994 была министром культуры Чеченской Республики. Ученым Тамарой Мазаевой опубликовано более 50 научных работ, в том числе 4 монографии и 3 учебных пособия. Человеку диктуют инстинкты. То есть я хочу. Вот я хочу то-то, я хочу сё-то, да? А культура не позволяет, говорит, нельзя этим инстинктам, да? Человек может сказать, я хочу забрать с хлеба ребенка или там убить кого-то. Я хочу, это инстинкт. Я его ненавижу, я его хочу убить. Я хочу забрать. Это инстинкт, мне надо выжить. Это называется инстинктом. Сотворенное нашим разумом. Мы приняли такие нормы и обычаи, которые говорят, культура начинается там, где появляется табу, нельзя. Вот народ говорит, принимая вот в обществе, вот это делать нельзя. Там начинается культура, и там начинается человек. То есть, побороть в себе вот этого зверя, который живет на инстинктах, помогает как раз культура. Нельзя убить, хочешь ты или нет. Нельзя своровать, хочешь ты или нет. То есть вот нельзя сделать то-то, то-то, не позволяет культура. Вот смотрите, нас выселили в Казахстан, да? Была депортация. Очень часто вы в литературе увидите, в научно пишут, чеченцы сумели сохранить свой язык, свою культуру и вернулись домой. Это не совсем верно. Наша культура нас там сохранила. Нас сохранила, наш этнос сохранила, завещанная нам предками наша культура, которая не позволяла бросить близких, не позволяла ни кормить, самому кушать, ни кормить детей, и так далее и тому подобное. Даже, смотрите, эта культура не позволила просить милостыню, потому что нельзя было чеченцу просить милостыню, ему был табу на милостыню. Мы не просили милостыню, мы как могли, вот следуя своей культуре, выживали и выжили. И выжили. Вот культура нам в этом помогла. Вот что такое культура. Понимаете? Теперь вот есть культура, как бы есть общечеловеческие такие императивы в культуре, да? И это что означает? Ну, мир лучше войны, здоровье лучше там, болезни. Это общечеловеческие какие-то ценности, да, и так далее, да. Но есть у каждого народа и свое лицо, своя культура. Она обусловлена тем, ведь культура формируется тысячелетиями, да. Она зависит от того, где народ живет, какая у него была история. Исходя из всего этого, чтобы сберечь место, в котором ты живешь, да, вот чеченцы научились первые в мире добывать мед, не уничтожая пчел. Добывать. Вот очень долго, чтобы взять мед, уничтожали целые семьи. Чеченцы умели это не делать. То есть человек, вот эти культурные императивы, культурные нормы вырабатываются, учитывая ту природную нишу, в которой ты живешь. Ведь если ты истребишь животных, тебе нечего будет есть. Нельзя истреблять. Чеченец даже не мог ударить скотину, просто так ударить было не позволено. Вот сдымте шаттух шмацагалы просто так. И чего инзари вогал клоршхалы ногче. Это точно так же, учитывая войны были, бесконечные войны. Вот я сейчас начну рассказывать, вы увидите, как это влияло на нашу культуру. То есть у каждого народа на этом земном шаре, у китайцев, у японцев есть своя культурная ниша, свое лицо. И когда народ эту культурную нишу теряет, вот приходят империи, навязывают свою культуру, тогда уходит с арены истории и сам народ тоже. Понимаете? Ну вот, теперь еще одна такая вот вещь. Дело в том, что, есть такая пословица, в мире было все, не было только тебя. Да? То есть мы рождаемся в семье, и мы не выбираем эту семью. Никто из нас семью не выбирает. В жизни человека есть такие понятия первого порядка, это называется, в философии сакральное пространство, то есть святое пространство, да? Сакральное святое, которое не является предметом выбора человека, он это не выбирает.
Что мы не выбираем? Мы не выбираем отца и мать, мы не выбираем братьев, сестер. Мы выбираем мужа, мы выбираем друзей, но мы не выбираем родину, мы не выбираем родной язык. Это это Божий промысел. С этим человек рождается, и это изменить нельзя. В течение жизни вы часто будете что-то выбирать, но вот эту базовую сакральную территорию вы не выбираете. Это предмет Божьего промысла. Почему я заговорила об этом сакральном пространстве? Потому что именно вот тут, в семье, вот в этом святом пространстве, в которое Божьим промыслом ты попал, ты не в японской семье родился, а в чеченской семье, понимаешь? И ты не выбирал это. Ты получаешь первые навыки жизни. Это называется инкультурация и социализация человека. Ты начинаешь узнавать мир, искать свое место в этом мире. Да? Это происходит вот в этом сакральном пространстве, в семье. Первые. Ты получаешь первые ментальные установки, да, и так далее. И, вы знаете, удивительным образом с этим сочетается вот физиология, биология, или как это назвать, медицина. Почему? Оказывается, вот в этом сакральном пространстве до 15 лет ребенок рожденный имеет материнскую кровь. В нем остается до 15 лет материнская кровь. И только в 15 лет эта кровь полностью уходит, и он получает свою собственную кровь. Нансцун, дельдолц и дуй в нем до 15 лет. А теперь посмотрите, в 15 лет у чеченцев приттервалов он становится взрослым. И вот очень важно, что вот в лоне этой материнской крови, в этой семье появляются его первые жизненные институты. Он начинает, вот как я уже сказала, формируется его мировоззрение, его хорошо и плохо, его ментальные установки, его ценности, что он считает важным в жизни, что не важным. И все это под влиянием этой семьи формируется, понимаете? Это очень важно. Вот в этом сакральном пространстве до 15 лет базовые его ментальные установки, его взгляд на мир, его картина мира формируются здесь. И вот, например, не только у нас, у многих народов есть вот это вот, эта граница этого пространства обозначается. Чеченцы, то есть праздновали это событие, и это было очень важным событием. Мальчик, я потом более подробно об этом скажу. Британец, англичанин, он с гордостью говорит: я подданный ее королевского величества. Чеченец, даже ребенок, никогда такое не скажет. Ментальная установка британца такова: чеченец не может назвать себя с гордостью подданным. Это не то, что хорошо или плохо. Это наша культура. Это наша культура. Это мальчик, которого никогда не били. Он не может такое сказать. Чеченцы не били своих детей. И более того, вот сейчас я не могу не сказать об этом. Многие покинули родину. Они покинули не по своей воле. Они вынуждены были уехать. И я уверяю вас, что многие очень со скорбью воспринимают вот эту свою судьбу. И не случайно самое большое наказание в Чечне – это было махкахваккар, изгнание. Это самое большое наказание. Почему? Потому что чеченец без родины, без родственников, без сестер и братьев, без вот этой своей семьи чувствует себя в мире незащищенным, слабым. Это дает ему силу. Мы так устроены. И это очень важно. Вот они сейчас уехали, они пытаются сохранить этот язык. Я вижу эти усилия, которые наша диаспора делает. Они пытаются свою самость, свое лицо сохранить. Но это непросто. Потому что эти дети социализируются совершенно в другой среде. Одно дело чеченский мальчик, который видит, как к твоему дедушке приходят старики, слушает их разговоры, видит чеченские тезиты, видит, как проходят эти молебны, молдж, да, видит, как ведет его отец, кем восхищается его отец, потому что чеченцы никогда дидактически не учили детей, чеченцы примером учили детей.
Никогда, тем более отец такие разговоры не вел. Это было не принято. Я вот сразу хочу оговориться. Мы сейчас с вами говорим о традиционной чеченской культуре, не о том, что сейчас происходит. Это уже особый разговор, как это меняется. Мы поставили задачу как бы поднять пласт традиционной, тысячелетиями сохранившей наш народ культуры. Она была именно такой. Я вам напоминаю, человек, даже если мы, Раиса, с тобой изменим, сделаем узкие глаза, станем исповедовать там, ту музыку чужую, мы не станем китаянками, не станем японками. Это Боже, мы обречены. Вы помните, у Апти Бисултанова есть такие строки «Нохчучун коллам будереста эгерт». Понимаешь? Он обречен на эту родину. Кстати, об этом писал еще и Авторханов, наш известный диссидент и соотечественник, крупнейший ученый. Он писал, чеченцы обречены на родину свою. Даже если, говорит, чеченец где-то достигает огромных успехов и так далее, ему нужно признание дома среди своих сородичей. Мы посмотрите, наши уехавшие что делают? Посылают людей, пытаются здесь построить, помочь своим близким. Это в нашей традиции, и это очень важно. Ведь то есть, чем быть князем на чужбине, лучше дома быть рабом. Хотя рабства у нас не было, но это образно говорится, понимаете? Заключительно я прочитаю четверостишие чеченской песни. Вот она тоже, это народная песня, и она отражает то, каким хотели бы видеть чеченцы своих сыновей, дочерей и так далее. Пусть у отца и матери сын не родится, если не будет он достоин тех, кто его породит. Если родится такой, пусть недолго живет. Если родится, так пусть до полудня умрет. Это чеченская песня. Ну, во-первых, я хочу, Раиса, слова благодарности к тебе обратить, что мало того, что я восхищена той работой, которую ты проделываешь вот с нашими памятниками, это просто мне неудобно чисто по-чеченски тебе это в глаза говорить, у нас это не принято, но я обращаюсь к зрителю и говорю, открыты уникальные памятники архитектуры, уникальнейшие, о которых мы знать не знали. Я не говорю о Виллахе, я не говорю о Ялхарое, целые комплексы открыты. И это все благодаря труду вот этой хрупкой женщины и тех, кто ее сопровождает. И благодарю, конечно, за то, что ты обратилась ко мне вот с необходимостью сделать эти передачи. Уважаемые мои слушатели, кто это слушает, я далека от мыслей, что я говорю вот последние истины. Я очень многого не знаю. Я говорю о том, что я знаю. Я действительно этим занималась. И буду очень благодарна, если кто-то из вас прямо в комментариях исправит меня, дополнит меня. Нам всем вместе надо как бы восстанавливать вот эти утраченные бриллианты нашей культуры, утраченные зерна, утраченные перла нашей культуры. Это очень важно, потому что именно эта культура позволила нам тысячелетиями прожить на этой земле и до сегодняшнего дня. Вы посмотрите, сколько народов ушло в небытие, которые приходили, чтобы нас уничтожить. Где эти скифы, где эти сарматы, где половцы, где печенеги, где латиняне, которые тоже сюда приходили? Их нет. Где хазары, которые столько горя нам принесли и так далее? Их нет, а мы есть. И это все благодаря завещанной нам, нашими предками, утонченной, изысканной, очень мудрой культуре. Давайте вместе о ней говорить. И еще раз хочу вам сказать и напомнить, возрождать, сохранять наш великий чеченский, древний чеченский язык. Не будет его, не будет и нас.